Доброго дня, это у нас 10-й выпуск дистрибьюции на практике, и сегодня в честь юбилейного выпуска десятки мы поговорим о том, как продать дистрибуционный бизнес дорого. Если посмотреть на дистрибуционный бизнес, то его нужно разделить на две части. Первая часть это есть у нас материальные активы, нематериальные активы. Что мы включаем в материальные активы? Материальные активы входят это основные средства. Что такое основные средства? Это автомобили, склады и так далее. Это то, чем обладает дистрибьюторская компания, то есть тот физический актив, который можно увидеть. И второе, это у нас есть текущие активы. Что такое текущие активы? Это у нас дебиторка, это у нас товарные запасы, это у нас есть предоплата, которую мы используем. Если смотреть только на эту часть и сказать следующее. Вот у нас есть бизнес, вот у нас есть финансовые параметры, там есть определенные метрики. Давайте мы сразу введем основную метрику здесь любого бизнеса. Это ROA, это рентабельность активов. Это равно по формуле. Это у нас EBIT, операционная прибыль разделено и что на активы. И если можем так сказать, что у нас есть доступ к анализу компании, мы вычисляем, что ROA составляет меньше 20%. Я вам скажу сразу, не покупайте такой бизнес. То есть ROA, если мы говорим, если это хороший бизнес, как говорят, если хорошие кроссовки, то сколько они должны стоить? Не $20. Кто-то может сказать, где-то на дискаунте мы взяли, но хорошие кроссовки за $20 не продадут. И здесь мы говорим, а что такое ROA должен быть хороший в дистрибьюторской компании? Я его встречаю минимально средним таким параметром 40%. Если вы строите ROA с 50-60%, покупайте дистрибьюторский бизнес. Это хорошая отдача на активы. Но очень важно еще посмотреть, какую долю составляют кредитные средства банк и кредиторка. Поэтому, если посмотреть только на финансовую часть, и сказать следующее, например, что материальные активы, сумма материальных активов в миллион, и ничего я больше к этому не добавляю, только финансовую часть. Вопрос, за сколько я могу продать этот дистрибьюторский бизнес, либо за сколько могут купить компании этот дистрибьюторский бизнес. И, как правило, здесь будет всегда дисконт. Дисконт это значит скидка на эти активы. И здесь основную часть стоимости бизнеса составляет как раз нематериальные активы. Нематериальные активы. То есть именно вот эта часть. И здесь мы задаем себе вопрос, а что такое входит в нематериальные активы? И первую часть, что мы разбираем, это нематериальный актив. Это система работы, система заказов, система оплат от клиентов. Какая здесь у нас система оплат, система заказа? Это я разбирал, давал информацию в одном из своих видео. 9 либо 8 посмотрите, за что мы платим оклад руководителю отдела продаж. И там как раз эта часть, то есть мы платим за созданную систему. А что такое система заказов, система оплат? Можно так сказать следующее. Это такая система, при которой визит, заказ, деньги, визит, заказ, деньги, визит, заказ, деньги, визит, заказ, деньги. И в 75% случаев должна срабатывать эта система. Если это так срабатывает, визит, нету заказа, нету денег, визит, нету заказа, нету денег, визит, нету заказа, нету денег, визит, заказ, деньги, слава богу, это всего-навсего 25%. Такой бизнес не покупайте. По одной причине, что нету выработанной привычки у кого? У клиента. Это тот как раз этот нематериальный актив, который завоевывается годами. Он не делается там за месяц, 2, 3, даже за год не делается. Это нужны года для того, чтобы это делать, выработать такую привычку у клиента. И здесь мы говорим о каком-то показателе 75%. Тот, кто изучил систему КПД и знает, что такое система дистрибьюции, это как раз вот этот параметр 75% очень важен. Оценка привычки клиента, визит, заказ, деньги. И вторая часть нематериальных активов, что может с собой включать? Это пакет товара. Пакет товара. Но здесь очень
такая сложная вещь. То есть, когда мы покупаем чужой бизнес, у него есть контракты в дистрибьюторском, это не означает, что контракты переходят к нам. Наоборот, поставщики, если узнают, что-то меняется владелец бизнеса, основные поставщики, крупные поставщики, брендовые поставщики, они очень внимательно, щепетильно относятся к тому, чтобы не изменилось юрлицо. То есть, если что-то меняется, то они осторожничают, потому что говорят, там какой-то другой человек, там совершенно другое управление. И мы не знаем, как себя этот человек поведет. И в одном из видео я говорил следующее, как выбирают основные поставщики в Европе, к примеру, дистрибьюторской компании. Они смотрят на родословное управление. Если там несколько поколений, готов ли собственник отдать свой бизнес своим детям, то самое ценное, что можно доверить, это как раз мы отдаем своим детям. И если мы говорим, что я готов отдать свой бизнес детям, то, соответственно, это что-то хорошее. Поэтому пакет товара. Он, да, нематериальный актив, он хороший с точки зрения, что у меня есть некие сильные бренды, которые помогают открывать двери в розницу. Но, еще раз напомню, что это не переходится. Не переходится. Это то, что могут не передать поставщики вам как новому владельцу. Но система заказов, она остается. Но она остается под пакет товара, понимаете? То есть есть некая такая связь, как бы одно с другим связано. И вопрос тогда, что здесь будет являться корневым, ключевым еще? Корневым, ключевым – это такая выработанная привычка у клиента, что ассортиментную матрицу у клиента формирует дистрибьютор. То есть система заказов понятна, когда я как торговый представитель прихожу в торговую точку и говорю, давайте заказ, деньги. Мне еще важен другой момент следующий, как я формирую этот заказ. Дает ли мне розница этот заказ, ли я как специалист в товарной категории, будьте внимательны, в товарной категории формирую ассортиментную матрицу, слежу за остатками, мне розница позволяет, доверяет формировать запасы по ассортиментной матрице. Это вообще долгий период нужен для того, чтобы выработать эту привычку. Если у нас есть такая выработанная привычка у клиентов, что есть некий поставщик, который формирует ассортиментную матрицу, пополняет товарные запасы и отвечает за долю прибыльности с квадратного метра товарной категории, которую мы ему позволили. И вот это и есть основной актив дистрибьюторской компании. Создать тот менеджмент, создать ту команду, которая является экспертом в работе с розничными клиентами. И здесь очень важно, когда вы будете покупать такой бизнес, либо продавать, вам очень важно продать эту систему менеджмента. Это те люди, которые заинтересованы работать в этой компании и которые придают основную ценность для этой компании. И мне понравилось выражение одного собственника, который говорил следующее. Нам нужно каждую пятницу садиться и думать, за сколько мы сегодня можем продать свой дистрибьюторский бизнес. То есть продавать свой бизнес каждую пятницу. Продавать свой бизнес каждую пятницу. И тогда у нас возникает мысль, что мы вкладываем в цену? Что такого конкретного мы вкладываем в цену? Что такое ценное, кроме материальных активов? То, что придает бизнесу основную ценность для продаж. Это как в бренде. Есть товар и вот бренд, да, настройка, не материальный актив. Дистрибьюторская компания и производственная компания то же самое. Прибыльных вам продаж, устойчивых вам продаж. Пересечемся. Пока.